Всем большой привет, друзья! Прошло 2 месяца, и как я вам говорил, мы вернемся сюда обязательно, потому что наступил месяц март, а это значит скоро, очень скоро, вернее уже, можно так сказать, начался сезон весенней рыбалки на продольники, на палки. На улице ветрище, вообще капитально, 15 метров в секунду, с порывами до 18, но ерунда. В общем, вчера мы реанимировали, так сказать, 7 палок, насадили с Ромкой. Ну давай посмотрим, что там у нас попало. Насадили на малявок. Давайте глянем, вытаскивай. Отпечатка. Вчера даже поймали одного язя. Посмотрим, что нам попадет сегодня. Ой, ветер, ветер, ветер. Так, тут у нас малечки в бутылочке. Так. Натяжки нет, значит рыбы нет, да? Или что-то есть? Малечек один живой. Нету? Ничего нету. Ладно, отпускай, разберемся. Еще и зацепилась. В общем, вода упала приблизительно на метр. И там, где было течение, сейчас просто омут, так сказать. Так что река у нас встала, вся белоснежная. Аккуратненько на лыжах будем идти и искать новое место, куда переставлять наши палочки. Да здравствует весенняя рыбалка на палке. Начинаем. Так, вторая палочка. Каким-то интересным образом открылась крышка с бутылки. И весь запас мальков, это около 200 штук, наверное, здесь было, благополучно убежали. Какой-то диверсант тут хозяйничал. Ну что, смотрим. Появилось, нет, что-нибудь весеннее на нашем продольнике. Что-то даже есть небольшой. Опа, опа, опа! Ромка! Хариус! Вот Янцикадан. На малька взял вот такой вот Хариус Янцикадан. Значит, здесь можно сейчас будет пробуриться и половить на удочку. Если вот он взял вот такой вот огроменный крючок. Так. Вот такой вот огроменный крючок он взял. То я так думаю, от мормышечки с опарышем он тоже навряд ли откажется. Я так думаю, сейчас здесь можно будет побуриться и половить. Ну вот, начало есть. Вот она, весенняя рыбалка. Энцкаден. Дай бог не последняя. Вот такого здорового малька проглотил аж до самого желудка. Тот еще хищник, наш Хариус. Ну вот. Значит, у них аппетит есть. Это уже хорошо. А, запах какой сразу. Запах обалденный, аромат прям. Ну вот. Значит, аппетит у них есть. И значит, мы, скорее всего, что-нибудь да нарыбачим. Глубины вообще-то здесь нет, но, как мы видим, Хариус находит место, где плавать. Ну вот. Вот такая вот красота, свежатинка на малосолочка уже есть. Значит, можно здесь буриться и пробовать на удочке, да? Где один, там и второй? Ну почему нет, да? Вот здесь, там-то ладно, течения нет, здесь течение есть, камушки, и он уже клюнул. Запах, да, такой аромат. Сегодня можно будет сделать уже малосолочку. На малька надо, здоровенный крючок клюнуло, блин. На первый? Ну не, на последний он тоже крупный. Сюда не буду тогда добавлять. И обалдеть, ветер такой аж сносит, бля. Ну да, что-то. Ты что, парку не одеваешь? Пока нет. Чтобы не дуло. Так, все отдолбил, приготовил. Да? Кидаю этого монстра в корыто. Так, тут нет, тут нет. Можешь это
Пока бурануть, может, соточкой, наверное. Допустим, ну, попробовать на удочку. Может, Харюс возьмет. Пока я эти проверю, потом вместе будем думать, что делать дальше. Так, друзья, у нас проверка немножко задерживается. Воодушевленные Хариусом, то, что поймали. В общем, не теряем ни секунды, пробуем поймать еще хотя бы парочку штук на удочку. Если он клюнул на малька, я так думаю, на удочку он тоже не откажется. Пробурился напротив палки примерно, но в то же время они совсем рядом, чтобы, как сказать, не путаться. Кидаю прикормку, обыкновенная пшенная каша. Кидаем прикормку, отпускаем до дна, вот так вот. Все. И кидаю сюда пока одну удочку. Попробую. Вот там вот пробурил вторую луночку. Кидаю вторую удочку туда. И сейчас немножко отъедем. И третью удочку кину слева. В общем, от прикормки треугольничком. Некоторые вообще рядом ставят. Мне так не нравится. Почему? Потому что если попадает сиг или хариус, все это путается, перепутывается. В общем, если на запах он будет идти, я так думаю, он заметит или ту мормышку, или эту, или эту. Пока пробуем так. Потом, если дальше пойдем, сюда я поставлю вставные удочки, и они будут делать сами по себе. Вот. Какую мормышку? Но так как здесь течение не очень сильное, я кидаю не очень тяжелые мормышки. Если не будет сносить, вот такая вот круглая мормышка от Чупина Василия. И вот такая вот, она рабочая, на лесных речках она работала неплохо. Это с нимфой, это с нимфой. В общем, будем пробовать для начала на эти удочки. Приготовил еще вишню, приготовил уралочку, приготовил вольфрамовую белую мормышку на сига. В общем, будем пробовать на всякие разные мормышки. Вот такая вот вольфрамовая мормышка тяжелая, оранжевая тоже, продолговатая. Это вишня, классика жанра, рабочая. Вот уралочка у нас, обыкновенная белая мормышка с нимфой тоже. Здесь у нас что? Здесь у нас божья коровка чупинская. И здесь вот такая вот мормышка, капелька, вольфрамовая, продолговатая, с ребрышками. На нее хорошо ловится сиг, если что, небольшая. Все, приступаем. Ну-ка, Роман, дай-ка мне это опарышей. О, давно бы так. Парку уже точно не продует. Ветрище сегодня, конечно, на заглядение. Так, прикормку кинули. Ну и первый заброс. На улице потеплело, где-то около 0. На грани, вот сейчас может даже и плюс будет. Но из-за сильного ветра такое ощущение, что жесткий минус. Очень и очень некомфортно. Но, как говорится, то, что плохо рыбаку, обычно бывает хорошо рыбе. Так что будем надеяться сегодня на хороший клев. Дай бог. Дай бог нам что-то клюнет. Но пока сразу удара не последовало. Может быть, мы пропустили время клева. Так что долго не задерживаемся. Оставляем нашу удочку здесь. В надежде на поклевку будем следить. Вот так вот. Если что, покажет
Ну а сами будем выставлять вторую, третью, четвертую и так далее. Пошли работать. Так, закидываем вторую удочку. Опа, у меня там походу поклевка. Или это ветер? Или ветер, или поклевка, я не понял. Вроде бы клевало. Да, клюет. Есть! Есть контакт. Вот он, Йенсекаден. Я думаю, вроде бы клюнуло. Так что не знаю, работает ли наша каша. Ну вот он, Йенсекаден. Первый хариус на удочку. Первый печорский хариус. Йенсекаден. А мы где-то на лесных речках пытаемся его найти. А он вот где, оказывается, прячется. Не знаю, сработала ли эта кашка, или он просто находился рядом. Я заметил, он что-то вроде бы ветер-кивок. Ветер ветром, а вроде бы ловил, клевало. Вон. Это электронный. Не надо рукой играть. Видишь, он все, мормышку шевелит, так сказать. Ну вот, начало есть, Йенсекаден. Поехали дальше. Глубины здесь практически нет, но, как мы видим, хариус есть. И это радует. Так, ну что, начало было хорошим, и на этом все пока. Поставил вот еще одну кормушку, тоже с кашкой, раз, два, две кормушки, и выставил вот так вот по периметру 5 удочек. Просверлили еще там пару лунок, в общем. Сейчас посмотрим, что там, и, наверное, глянем в камеру Калипсо подводную, что там творится подо льдом. Одним глазом, а вторым глазом наблюдаем за кивками, за поклевками. Ветер, он, с одной стороны, хотя бы, конечно, и лишний здесь, но с другой стороны, он играет кивком, и получается как будто игра мормышки. Он просто, он сносит. Его гуляет, как будто кто-то играет. Если туда еще прицепить типа пуговицы что-нибудь или изоленты намотать, как парус, то вообще будет мотылять, дай боже как. Обещали сегодня до 20 метров в секунду порывы. Вроде бы и тепло около 0, но с таким ветром не есть хорошо. Одна надежда. То, что рыбаку плохо, рыбе хорошо, и будем надеяться на хороший клев. По крайней мере, начало было хорошее. Только приехали, сразу поклевки. Я даже еще не успел проверить наши палочки. Сейчас буквально 2 минуты проверю эти луночки еще. И проверю, может быть, там еще что-нибудь досидит, и потом уже от этого и будем плясать. Но мелко-мелко, вода очень сильно упала, и возле берега все вот уже в промоинах. Нам надо идти, Ромка, вот туда, в том направлении. Сейчас здесь половим еще. Если никакого эффекта не будет, потихоньку будем буриться вниз по течению. А на эти пробуренные лунки поставим ставные удочки, да, чтобы работали. А сейчас посмотрим камеру, подошла ли к нашей кашке рыбка. Еще кабанчик. Сейчас мы посмотрим, где ты
жил-был. Так, ну что, давайте смотреть вместе. Включаем. Так, ну чё, в принципе немножко видно. В принципе видно. Видно дно. Не видно рыбы. Вижу, вроде бы сносит вот эти крупинки каши, вон они плывут. Прикормку размывает. И по идее они должны приманивать рыбу. По крайней мере, когда распарываешь пойманного хариуса с такой прикормкой, полный живот каши. Так, что у нас дно? Дно здесь песчаное. Вот там, наверное, наша прикормка. Вот что-то белее там видно вдалеке. Но рыбы пока нет, видать, один и был. Ладно. Пойдем пройдемся еще по луночкам. Так, ну что, подо льдом мы так ничего и не нашли. Ни одной рыбки не проплыло. Будем надеяться, что кашки они подойдут. Давайте все-таки для начала проверим наши палки. Мы только 2 проверили, осталось 5 палок. 5 палок проверим. И потом будем уже думать, что дальше делать. Посмотрим, может быть, еще что-нибудь попадет. Так. Поехали. Что-то пока ничего не понятно. Цепляется об лед. И походу пусто. Никого. Один малек живой. Не, пустая. Надо переставлять эту палку. Мелко здесь, рыбы нет. Так. Тут вообще возле берега уже глубины нету. Меньше полметра. И рыбы нет. Так. Здесь немножко глубины есть. Но тоже мало, и рыбы нет. Мальки все на месте. Надо переставлять на глубину. Ну и последняя палка. Скорее всего, тоже, наверное, пустая. Потому что тоже здесь, ну, сколько? Мало глубины. Ну да. Малек на месте, второй на месте. Третий. Где третий там, блин? Третий тоже на месте. Все понятно с вами. В общем, достаем ледобур, сверлим лунки на более глубокие места и переставляем наши палки. Это баловство. Слишком мелко. Но один хариус попался на палке, и уже хорошо. Вот там вот на глубине. Значит, попробуем чуть дальше, глубже и чуть ниже. Ну вот и Ромка, смотрю, обрыбился. Работает кашка, пшонка. Потихонечку работает. Так, ну а я тем временем пробурил несколько лунок.
Сейчас переставлю береговые палки ближе к середину и будем дальше рыбачить. Та же сработала, да? Такой же, да? Настоящий не брал, я решил по лукам пройтись, пошевелил, он взял. Значит, подходят кашки. Такой же. А в камеру смотрел, ни хрена не хочет. Сразу ударил? Тюкал? Нет, ударил сразу. Ага. Ну и отлично, он хороший, харюза. Приятные. Добренькие, так сказать. Так, ну-ка, давайте-ка и я поиграю. Ужас, какой ветер сильный, а. Значит, потихонечку подходят к кашке. Это радует. Значит, кашку наш хариус любит. Поклевка, поклевка. Есть поклевочка. Кто-то здесь есть. Если не укололся. Это мелковат немножко. Васек! Иди гуляй. Гуляй, Вася. На Печоре у нас тоже мелкий хариус обитает. Мелкого мы не берем. Хотя кто-то и говорит, что если ты в руках подержал хариуса, хариус получает ожог. Но мне кажется, это полная бредятина. Конечно, если его пожамкать, повалять, вырвать жабры, он не выживет. А так, если аккуратно снять. Я хотя и не любитель спортивной рыбалки, но мелочь есть мелочь. Если жабры не повреждены, он выживет. Если, конечно, он попал на вставную удочку, смысла отпускать его нету. Все равно сдохнет. А так, пусть живет, пусть растет. Такое хорошее начало было. И как будто отрубило, и все. Целый день с утра до вечера. Вот как, оп, ёрш. Только что начал говорить, и сразу и здоровенный ёрш попался. Как будто, ну, не знаю. В общем, пробурил лунок, наверное, 100, не меньше. Вот. Через каждые 7-8 метров сначала поперек шел, потом вдоль пошел. Тут мелко, льда тут мало. В общем, ищу место, где ловится рыба, чтобы поставить туда продольники на червей. Но была одна единственная поклевка и сход. Не понял даже, сижок это был или хариус. Ромка говорит, у меня была только одна поклевка, поймал тоже ерша, получается. И все. Это за целый день. Вот один хариус попался на палку. Два хариуса поймали по одному хариусу с Ромкой, и все. Вот такая вот рыбалка. Ну, на улице целый день дул ветер, ни на секунду не затихал. Поливает и поливает. И потеплело. Вон, плюсовая температура, уже тает снег, на глазах садится. Не знаю, сколько продержится плюс, но если пару дней продержится плюс, Печора посинеет. И весь лед, ой, весь снег, вернее, сожрет с таким ветром и плюсовой температурой. С одной стороны, это хорошо, если потом ударят заморозки, то лед окрепнет, и мы еще порыбачим на льду. А если так будет плюс, с такой толщиной льда, лед вот такой, наверное, сантиметров
30 местами, не больше. Это вот те места, которые поздно встали уже в январе. Лед вообще ни о чем. Ну, посмотрим, посмотрим. Рыбу я так и не нашел. Не знаю. Можно вставные удочки поставить по пробуренным лункам, сколько успеем. Завтра приехать и глянуть, где что клюнет. Ну, будем смотреть. Будем смотреть, будем искать. По-другому никак. Иначе рыбки не поймать. Ну вот и все. Че, Роман, еще порыбачим или домой поедем? В принципе, что? Когда мы в марте еще дождь увидим? Давай этот подрастем немного. Ужас, что творится. То, что целый день дул ветер 20 метров в секунду, блин, сносило. Мы это все выдержали, но под вечер еще и пошел дождь с ветром. И все, как бы, терпение наше кончилось, тем более поклевок больше нет. В общем, немножко планы сегодня пошли по-другому. Были планы восстановить палки, поставить крючки на налима, на язя, на мальков. Но первый попавшийся хариус обнадежил, и мы целый день провели, сидя на этих удочках. Ну да, не зря. Вот этого поймали на продольник, а вот этого с Ромкой по одному поймали на удочку. И вот летом в одном месте, вот с прикормкой. Остальные... у меня сход еще один был, и все. И по одному ёршику поймали, и все. Это специально засланный казачок нарушил наши все планы, наморозил нас, и, в общем, ни хрена интересно. Ну ладно. Значит, так надо было. В общем, установка палок переносится на другое время. Возможно, это будет завтра, если погода немножко наладится. Если нет, такая погода будет, мы, наверное, никуда не поедем. Потому что это невозможно. Все. Вот такой вот сегодня короткий, ветреный, дождевой ролик. Но без улова мы не остались. Всем спасибо за внимание, кто смотрел нас. И всем пока. До новых встреч, до хорошей погоды на канале Коми Рыбак. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.